Говорите. Алло, добрый день. Это Сергей из Днепропетровска. Ой, привет Днепру. Говорите, Сергей. Здравствуйте. Очень хотелось бы услышать опытное мнение. Классно смотритесь в кадре. Всегда умные очень мысли. Вот. И слышно меня? Да, слышно, Сергей. Продолжайте. Скажите, пожалуйста, вот ваши прогнозы и ваши рекомендации по выбору президента. О, я ждала этого вопроса. Ну, конечно, как же Днепропетровск, он всегда... Очень приятно было бы услышать, да, вот вы со многими общались, с теми людьми, которые, в принципе, да, претендуют на роль президентов в первую очередь, да, и хотелось бы вот услышать эксперта, да, который более ближе общается с такими людьми, такими вот разносторонними. Заметьте, не я это предложил. Не вы это предложили, но и я не эксперт, ребят. Я могу вам сказать позицию не журналиста, а гражданки. Почему так? Потому что как журналист я должна была создать ряд интервью со всеми претендентами на президентский пост и по косточкам разобрать вам, что так, а что не так. Послезавтра я пишу романа Бессмертного для Рандеву, он будет в эфире на следующей неделе в 20:00 в субботу. Расскажу вам потом, как это все, если интересно, на Фейсбуке. На данный момент я хорошо изучила программы Петра Алексеевича, Юлии Владимировны, Андрея Садового, кто у нас там еще? Гриценко. Неизвестна программа Владимира Зеленского, потому что ее же народ создает, поэтому это же неизвестно еще, но я предполагаю, что там будет, и не предполагаю, кто за это все будет отвечать. Вот. Скажу так, я точно знаю, за кого я не буду голосовать. Это вот, точно. Я точно не буду голосовать за Тимошенко, за вашу землячку. Вот за кого я точно не буду голосовать. За кого я точно не буду голосовать, это за Зеленского. За кого я точно не буду голосовать, кто у нас там еще претендует из таких, из-за Ляшка. Вот. Насчет Гриценко, Порошенко и Садового абсолютно три кардинально противоположные личности по психотипу и по желанию изменений в стране, хотя все они вроде бы демократы. Вот тут подумаю. Я вела дебаты в демократическом штабе на прошлой неделе. Дебаты между Василием Гатько, это глава Демократического альянса, и Андреем Садовым. И я так осторожно скажу, что я даже была в таком піднесеному, як кажуть, українці стані, вот, потому что мне все очень-очень было симпатично. Как оно будет реализовано, вот это самый главный вопрос. И прежде чем вы выбираете кого-то, заходя в ячейку для того, чтобы подписать, я вас очень прошу, проведите хотя бы недельную работу над изучением этого кандидата. Не только потому, что он мне нравится, он симпатичен, он прекрасно смотрится на международной арене, он сделал классным город Львов, это еще со Садовым и все остальное. Вот внимательно почитайте и сверьте, что человек до этого сделал из обещанного, а ведь кроме Зеленского все остальные люди были в политике, да, и что он не сделал. И соизмерьте с курсом, который вы хотите выбрать для своих детей, для своей страны. Есть ли базовые вещи в программе этого кандидата, которые вам близки? Ну и самое главное, о чем сейчас много говорят. На прошлой неделе я была в программе «Право на Владу», есть такая программа на 1+1. Вот, и в ней спрашивали о ценах на газ, о том, что якобы говорили рядом со мной сидящие журналисты. Вот. Отдельная тема о том, что, слушайте, это вообще возможно, зачем людей таким образом воровывать? Мы должны понять одну простую вещь, что цена на газ, ее формирование были учтены в МВФ договоре МВФ с целью создать независимость газотранспортной системы и с целью, ребята, изменить, провести реформу газотранспортной системы. Если вы не будете платить за газ должным образом, и наша цена на газ будет той, которую обещает одна из кандидатов в президенты, то
что этому кандидату придется брать деньги в другом месте, нежели у Международного валютного фонда. Задайте вопросом, у кого этот кандидат будет брать деньги. Вспомните историю про 15 миллиардов и Виктора Федоровича Януковича. И возникнет тогда у вас абсолютно реальный ответ на вопрос, нужен нам такой кандидат или не нужен. Ну вот, собственно, все мои мысли на этот счет. Я буду на странице время от времени писать о мыслях. И, повторюсь, я вовсе не парохобот, несмотря на то, что я работаю на Пятом канале, и могу тебе смело заявить здесь, что вот это тот момент, который меня еще раз держит в седле. Я свободна